В Сыктывкаре представлен новый мюзикл на коми-языке. Проект называется «Райда. Знакомая история». Идея оказалась новаторской во всех смыслах и, самое главное, объединила совершенно разные стили музыки и танцев. Премьера состоится в эту пятницу, однако ее исполнение вызвало споры. Примет ли современную интерпретацию старой легенды зритель, задалась вопросом Таисия Шляхтина. Фолк-мюзикл или все же рок-опера? К какому жанру отнести старую историю, заигравшую новыми красками, критики пока не знают. Сами создатели называют «Райду» не иначе, как интеллектуальным арт-проектом. Это не только первый мюзикл на коми-языке. Никогда прежде на одной сцене не смешивались такие, казалось, несовместимости. Здесь и этнические мотивы, и эстрада, рэп, и электроника, дабстеп и хип-хоп. Начинался проект в Ухте. Премьера, собравшая около 1000 зрителей, прошла с грандиозным успехом. Я бы, знаете, как есть в машинах концепт-кар. Вот мы показываем, что можно делать так. Это он не прокатный вариант, потому что он очень дорогостоящий получается в плане организационном. Это пилотный проект, дальше можно делать им кожу. Можно, вот мне Маликов, хореограф, говорит, я могу поменять теперь, допустим, хип-хоп, поменять на классику. К слову, исполнительный состав такой же разношерстный. На одной сцене сошлись солисты ухтинской и сыктывкарской сцен, танцевальный коллектив United Beat и народный ансамбль «Елочка». Роль Райды досталась истинной коми Ане Алене Ладыгиной. Ягморда и Тугана сыграют ухтинские эстрадные мачо Константин Фрейман и Сергей Коваль. Оба коми-языком не владеют. Полгода артисты специально занимались, а партии учили на зубок. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду петь на коми-языке. Никогда в жизни. А вот в этом проекте мне было интересно участвовать, потому что создавалось что-то необычное, не похожее ни на что. Поучаствовать в эксперименте согласилась и заслуженная артистка России Альфия Каратаева. В постановке она исполняет небольшую, но очень важную роль небесного божества Шонды, которое светит, греет, а еще вершит добро и устанавливает справедливость. Оно воплощение добра, света, солнца, всего самого хорошего. И, конечно, хоть роль небольшая, а задача стояла как бы огромная. Герои мюзикла всем знакомые фольклорные персонажи, но в отличие от мифа, где история заканчивается трагически, зрителей ждет хэппи-энд. Впрочем, не всем идея изменить привычную историю пришлась по душе. А после вопроса, кто же стал первоисточником, и вовсе развернулась полемика. Никто не накладывает никогда ограничения на использование, применение и трансляцию культуры. И в том числе вот этот первичные записи, которые были не только Истомина, записей было очень много. И различные версии, которые возникали после этого, в советский период, скажем, да, они все легли в той или иной степени в основу этого проекта. Неоднозначная реакция создателей проекта только раззадорила. В глазах любителей классики читался, если не интерес, то любопытство. Главное, говорят артисты, мюзикл нравится молодежи. А кому, как не ей, прививать коми-культуру? Пока с этой задачей Райда вполне справляется. На премьеру в Сыктывкаре проданы уже почти все билеты. Таисия Шляхтина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.